Здравствуйте, в эфире новости, в студии Петр Васильев. Коротко о самых заметных событиях к этому часу. В Якутии ожидается осложнение в работе паромных переправ. Расскажем, когда ждать закрытия крупной главной водной артерии реки Лены. В селе Ильичое Мегино-Кангаласского района почти все жилые дома подключат к газу. Деревня стала 16-м по счету газифицированным селом района. Ну а в Амгинском районе завершился конкурс для участия в программе поддержки местных инициатив. Узнаем, какие проекты одержали победу. На сегодняшний день паромная переправа Якутск-Нижний Бестях работает в штатном режиме. Пока погодные условия позволяют паромам курсировать, однако каждый день может нести свои коррективы. Сколько паромов работает на линии, ориентировочно, когда планируется закрытие, знает Даяна Федорова. Выпускается 8-я линия на причал номер 2. Повторяю, погрузка производится на 2-м причале. Диспетчер – связующее звено между паромами, экипажами и пассажирами. На сегодняшний день курсируют 11 паромов. Суда осуществляют рейсы по мере наполнения. С октября уже намного меньше машин, потому что уже и холодно, никому не нужно на ту сторону, видимо. А грузовых много. Легковых не так много, грузовых достаточно. Потому что им нужно успеть. Извините, мне нужно ответить. На связи? Диспетчеру нужно всегда быть на связи. Именно он обеспечивает движение в акватории и размещение паромов на причалах. Постоянно нужно держать связь с паромами, чтобы как-то распределять, вот опять-таки, транспорт. Они там занимаются на паромах, а мы здесь, на берегу. С наступлением октября уровень воды в реках снижается, а лед начинает образовываться на поверхности. Несмотря на сложные климатические условия, паромные переправы остаются жизненно важными для местного населения. Осуществление перевозок будет зависеть от обстановки. Мы наблюдаем то, что отсутствие льда, снега и всего остального, летний режим сохраняется. 950 самая дешевая единица у нас. Все осталось на том же уровне, как и летом. Также, согласно расписанию, мы начинаем с 5:30 с одного берега и с другого. В ближайшее время ожидаются осложнения в работе паромных переправ на территории республики. Они связаны с ухудшением погодных условий, вызванных усилением ветров и снижением температуры воздуха. Паромная переправа через реку Вилюй функционирует в осложненной обстановке. В ночное время наблюдается отрицательная температура, это -8, -9, особенно на Вилюйской группе районов. И вот первые уже ледовые явления появились на реке Марха, появляются уже в районе поселка Верхневилюйск. И все равно погода берет свое, и ожидается то, что 2-3 дня уже закрытие паромных переправ. Ну а на переправе через реку Алдан закрытие также планируется в ближайшие дни. Через реку Лену завершение перевозок планируется в период с 18 по 22 октября. Сроки закрытия могут корректироваться в зависимости от гидрологической обстановки. Даяна Федорова, Джолстейн Иннокентьев, Якутск. В селе Ильичое Мегино-Кангаласского района состоялся запуск газа. К голубому топливу подключат почти все жилые дома. Со знаменательным событием жителей деревни в среду поздравил глава Якутии Айса Николаев. Напомню, село стало 16-м по счету газифицированным селом Мегино-Кангаласского района. Голубое топливо скоро будет подано еще в 120 домов, где проживают порядка 490 человек. Домов на сегодняшний день выведено 111, плюс одна котельная у нас в прошлом году выведена, ГУП ЖКХ. Проведены работы по монтажу внутренних сетей в этом году. Все объекты готовы к запуску. 25 объектов подключено через комплексные договора. И по программе субсидий 104 постановлению подключено 25 домовладений. На следующий год тоже планируете? Ну, на следующий год по заявкам будем подключать посос газа. Обеспечение безопасности дорожного движения – основная задача сотрудников госавтоинспекции. Достичь хороших результатов можно только при постоянной профилактической работе, что и делают инспекторы Аймиконского отдела. О их работе расскажет Светлана Поцелуева. В очередной рейд вместе с сотрудниками ГАИ поехал и наш оператор. Целью нынешнего мероприятия стала проверка готовности автомобилистов к работе в зимних условиях.
На наших перевалах уже со стороны Якутска, со стороны Магадана уже лежит снег, и поэтому очень опасная дорога в данный момент. Мы проверяем на наличие резины, чтобы она уже была не в летнем исполнении, а именно в зимнем исполнении. То есть или липучка, или шипованная резина. Надо отметить, что по итогам 9 месяцев произошло 6 дорожно-транспортных происшествий. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года их было 13. То есть, несмотря на нехватку сотрудников, результат работы виден. Подготовили к зиме, да? Да. Это зимняя резина, да? Да. Не все, конечно, но уже переобулись на зимнюю резину. Все, доброй дороги. Ну, спасибо. Берегите себя. Обращали внимание на наличие детских кресел и дополнительного оборудования, соответствие фар госстандарту, проводили внешний осмотр автомобилей. И тот факт, что не было составлено ни одного протокола о нарушении, тоже говорит сам за себя. У нас 5 улиц заасфальтировали в этом году. По дорожному надзору работа ведется с нашей стороны. Вот. И, естественно, сейчас в преддверии уже наступления холодов, зимнего периода, пока еще тепло, можно немножко, наверное, еще облагородить наши улицы, которые наш свежий асфальт, что разметку сделать. Естественно, на пешеходных переходах, на новом асфальте, я так полагаю, что уже можно сделать разметку. Работаем в этом плане. Вот перекресток Ленина и Коммунистическая. Здесь, естественно, необходимая нам зебра нужна. И знаки поставят с этой стороны еще пешеходного перехода. Органам местной власти стоит обратить внимание на необходимость нанесения разметки на асфальтное покрытие улиц поселка. Но этот вопрос встанет теперь только весной. Светлана Поцелуева, Андрей Неустроев, Уснера. В Миринском наследии Салданского района за минувшие 2 дня отловили 21 безнадзорную собаку, в том числе и 10 щенят. Несмотря на активную работу со стороны администрации, проблема с животными стоит очень острой, как отмечают специалисты, в большей степени из-за того, что владельцы собак выпускают их на самовыгул. Администрация напоминает, что хозяева животных могут быть оштрафованы на сумму от 1,5 до 30 тысяч рублей. Отмечу, сейчас в специальном питомнике находятся 47 отловленных животных. Начиная с октября месяца ведется информирование населения по правилам содержания домашних животных, а также соответствующие письма были направлены руководителям учреждений, предприятий и организаций. В настоящее время в приюте содержится 47 собак. В Амгинском районе завершился конкурс по проектам, которые были представлены для участия в программе поддержки местных инициатив. Жители села ежегодно принимают активное участие в голосовании программы. В этом году были представлены 5 проектов, где в голосовании приняли участие более 2000 жителей. Каждый из них мог выбрать 3 проекта, поэтому общее количество голосов превысило отметку в 5000. По итогам голосования жители выбрали следующие проекты. Это благоустройство территории площади Славы, смотровой площадки и спортивной игровой площадки для мини-футбола и волейбола. Наш Амгинский дом народного творчества уже участвует 5-й год. И это наш проект по благоустройству территории площади Славы. Туда входит водопровод, канава и ремонт ограждений. По программе ППМИ мы приобрели световой экран, который у нас находится в зрительном зале, также уличный экран, где мы показываем все наши объявления. Также на территории Славы есть фонтан Кысамма, и также скульптурная композиция, доблестный боевой расчет, также танк Т-34. Автономная некоммерческая организация «Добрая идея» является одним из отделений горного комплексного центра социальной защиты населения. По горному району насчитывается 23 семьи, находящиеся в социально опасном положении, и 36 семей в трудной жизненной ситуации. «Добрая идея» в начале года получила поддержку главы района, начала участвовать в грантовых проектах. Благодаря этим движениям они в этом году провели сразу 2 мероприятия. По форме социальное сопровождение может быть как индивидуальным, когда принимается на сопровождение один из членов семьи, и также групповым, когда сопровождается вся семья. В отделении функционируют 3 службы. Это социально-медицинская, социально-педагогическая и социально-психологическая.
Из ярких соревнований среди ветеранов Якутска – это игра в шахматы. В нем участвует 11 команд из округов столицы. В каждой команде играет по 5 человек. Среди них некоторым участникам уже далеко за 80. Несмотря на это, они показали хорошую игру. Спартакиада для них – это не только спортивные состязания, но и заряд бодрости, общение друг с другом, говорят сами ветераны. В этом году они соревнуются по 8 видам спорта. Завтра будут играть в шашки. Далее продолжатся состязания по настольному теннису, национальным настольным играм, волейболу, а также определят самого меткого стрелка. Участвуют старше 60 лет. Ну, тут еще в командах есть и 90-летние ветераны спорта, шашки, шахматы играют. Так что мы очень благодарны Управлению соцзащиты города Якутска, что так организованно проводят эти соревнования. В Алекминске появилось еще одно новое спортивное пространство. Это площадка, она расположена в самом центре города. Здесь свой досуг могут проводить жители всех возрастов. Подробности в следующем материале. Многофункциональная площадка стала первым для Алекминска современным уличным спортивным объектом. Здесь можно играть в баскетбол, волейбол и футбол. Установлены ворота и кольца, а благодаря покрытию из резиновой крошки спортивная активность будет безопасной. Рядом зона для занятий силовыми видами спорта. По периметру площадку огородили, смонтировали уличное освещение. Реализация проекта стала возможным благодаря финансовой помощи компании «Транснефть Восток». В рамках комплексного развития общественных территорий города мы обратились в компанию «Транснефть Восток» с просьбой оказать софинансирование в рамках благоустройства города Алекминска. И вот после консультаций было принято решение в центре города именно сделать большую многофункциональную площадку. На реализацию проекта предприятие направило более 15 миллионов рублей. Площадка станет местом притяжения для жителей небольшого городка и местом проведения городских соревнований. Как мы с вами видим наглядно, да, у нас все построено безопасно, современное покрытие и также площадка для занятий воркаутом, силовыми различными упражнениями. Развиваем командные виды спорта на футбольной площадке, баскетбольной. Формируем у ребят и у подрастающего поколения, у молодежи здоровый образ жизни. Формировать инфраструктуру, которая бы способствовала улучшению качества жизни населения – одно из приоритетных направлений благотворительной деятельности предприятия. За последние 5 лет на поддержку образовательных, культурных, медицинских учреждений коренных малочисленных народов Севера в городе Алекминске и Алекминском районе «Транснефть Восток» направила более 76 миллионов рублей. Это были все новости к этому часу. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Оставайтесь с нами.